Сужан Амонович работает председателем Таджикского этнокультурного центра Алицена. У вас для выступления 3 минуты. На каждый вопрос дается по 1 минуте. Сюзки Сергей Верлет. Слово предоставляется вам. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я Аминов Сужан Амонович, гражданин Казахстана, уроженец Махтаралского района Туркестанской области. Более 17 лет уже проживаю в Алмате. Как мы все знаем, уже Казахстан добился значительный экономический прогресс среди стран региона после распада Советского Союза. Сегодня, 30 лет спустя, мы наблюдаем политические, социальные и экономические изменения. Как передал в своем послании народу Казахстана президент Казахстана, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сегодня настало время для нас построить новый Казахстан, как того требует время и текущая ситуация. За 30 лет независимости мы стали свидетелями большого прогресса и процветания. Но текущая ситуация в Казахстане и в мире говорит о том, что мы должны стремиться сделать казахстанскую экономику самодостаточной. В Казахстане есть все условия для самообеспечения и снабжения предметами первой необходимости от земледелия и продукции сельского хозяйства значения до возможности строить малые и средние, крупные промышленные предприятия. Нам нужно довести уровень отечественного сельского хозяйства до уровня, который требует внутренний рынок. Только этим путем мы можем влиять на снижение цен для потребителей города Алматы. Как нам известно, большинство продуктов питания и свежих овощей, продуктов такие как помидоры, огурцы, овощи, арбузы, дыни и так далее, даже риса выращивается в Туркестанской области благодаря теплому климату края и поступает на рынке Алматы. Однако алматинский рынок, он попадает через многих рук и посредников по цене во много раз выше, то есть по искусственно завышенной цене для алматинцев. Так как я родился и вырос в Туркестане, то есть в Туркестанской области и в курсе цен по сельхозпродукции и хотел бы внести свой вклад в снижение цен на сельхозпродукцию для жителей города Алматы при поддержке органов власти и акимата города Алматы. Таким образом, мы можем покупать товары первой необходимости алматинцам напрямую у фермеров и реализовать их в киосках и магазинах города по низким и доступным ценам для алматинцев. Для этого при поддержке акимата города Алматы необходимо организовать и поддерживать, в городе торговые точки по продаже товаров первой необходимости. Эта инициатива очень важна как для поддержки фермеров, так и для того, чтобы сделать снижение цен в городе Алматы и потребителей, покупателей по более доступным ценам сельхозпродукции и овощных продуктов. Я также хотел бы работать с представителями исполнительной власти органа Алматы для выполнения поручений, изложенных в послании президента народа Казахстана, и внести свой вклад как гражданин в строительство нового Казахстана. Сложившаяся ситуация в мире и в Казахстане требует от нас более действенной. Спасибо, Сужан Амонович, в первом вопросе. Пожалуйста, я хотела интересоваться, какими вы обладаете профессиональными навыками, чем вы можете быть общественному совету, какие вы вопросы собираетесь решать? Ну, это один вопрос. Я уже почти 17 лет имею опыт работы с общественным. То есть, так как я тогда был 17 лет назад был избран руководителем Союза таджикской молодежи по Республике Казахстан, на сегодняшний день руководитель общественного объединения таджиков города Алматы, и знаком с проблемой общества не понаслышке, а в реале, когда с ними разговариваем, когда с ними проводим разные мероприятия. Поэтому сейчас пришло время, чтобы от лозунга надо прийти к действию. Проблемы знать, говорить это одно, действие пройти это вообще другое. Для этого есть многие барьеры. Я думаю, что в связи с того, что у меня есть уже более 17 лет опыта работы в этой сфере, мог бы внести свой вклад. Спасибо. У меня вопрос. Добрый день. У меня вопрос про эффективность. Что может помочь вам закончить важный проект, когда силы уже на исходе? Что может помочь вам завершить важный, очень такой приоритетный проект, когда ваши силы, ресурсы, то есть, эмоциональные на исходе? Так как вы все, может быть, уже в курсе,
большинство этнических таджиков проживает в Южно-Казахстанской области. Я сам родился в семье крестьянских хозяйств, которые занимались. И также уже 17 лет уже живу в Алмате, и здесь уже знаю даже вот элементарно, если что-то на рынке, то есть в сезон дыни арбуз, если там стоит килограмм, то есть одна дыня целая 50 тенге, тогда уже в Алмате у нас по 250 тенге продается. Есть, значит, опыт работы с прямой связи, когда мы бываем там в Махтарале и проводим всякие совещания с фермерами. Я думаю, что этим путем мы можем фермерам как-то напрямую наладить контакты, если у них не будет мотивации. Например, этот год они сажали 2 гектара, следующий год не сажают, потому что из-за посредников барьера их продукции не хватает напрямую на рынке. Ну, для этого надо по-любому плане есть в этой сфере работать. Обязательно будет, как уже все ждут народ снижения цены, надо Третий вопрос. Третий вопрос – это мотивация раздела. Ислужан Амонович, что побудило вас подать заявку на избрание в состав общественного совета? Ну, честно говоря, все в рамках того, что сейчас уже весь народ Казахстана обнадежен в связи с того, что объявлена новая программа. Новый Казахстан, значит, новый народ, новая уже линия политика для того, чтобы улучшить качество жизни граждан Казахстана. У меня было такое, значит, внутреннее убеждение, что мог бы вложить какие-то свои, значит, знания. Тем более сейчас не всем, значит, секрет, большинство в Казахстане именно в Алмате живут, значит, люди в пенсионном возрасте, даже элементарно что-то купить, когда они заходят в магазин, что-то купить, именно то, что выращивается в Махтаралском районе. Цены где-то на 600-700, даже до 800% уже завышены. Вот это то, что мне пробуждало, чтобы я, если получится, значит, сделать что-то и хотя бы по сниженным ценам, которые реально и для покупателей, и для фермеров, чтобы были